Всем салям алейкум! Я готовлюсь к новому интервью. Гость будет очень интересный, и я рассчитываю на яркую, актуальную беседу. А чтобы наша беседа прошла в максимально комфортной обстановке, мы сегодня в прекрасной локации. У меня есть все, что необходимо для прекрасной беседы. Это кофе и сладости от нашего спонсора торговой марки «Лукумыч». Я думаю, что это смягчит и подсластит иногда горечь и остроту нашей беседы. Салям алейкум, Джемиль Бей. Я рада вас приветствовать. И первый мой вопрос. Почему вы так долго отказывали мне в этом интервью? Я не отказывал в интервью, просто адвокат бывает периодически занят, разъезды, только поэтому. Или вы чего-то боитесь? Если вы думаете, что я там чего-то опасаюсь, то каких-то женских манипуляций или журналистских провокаций. У меня 4 дочери. Угу. Что такое женское психологическое насилие и манипуляция, я прекрасно знаю. Навряд ли вы меня удивите. Но можете попробовать. Ну, посмотрим. Над какими делами вы сейчас работаете? Это разные дела, очень такой широкий диапазон. Начиная от гражданских дел, связанных, например, с бракоразводными процессами, взыскание алиментов, определение места жительства детей, раздел совместного нажитого имущества или взыскание каких-то долговых обязательств, заканчивая очень серьезными уголовными делами. Последнее дело – участие в террористической организации, государственная измена, дела по финансированию терроризма, участие в незаконных вооруженных формированиях. Мне немного страшно. Но что это вообще такое происходит? Почему эти ситуации то и дело возникают? Жители Крыма, в том числе и наши соотечественники, попадаются на эти уловки, на эти манипуляции иностранных спецслужб. Там работают профессиональные психологи, кого-то угрозами, кого-то обманом, кого-то просто психологически зомбируют. Это просто ужасно, потому что сейчас наказание за такого рода преступления просто… Сколько? 15-20 лет. Некоторые люди попадаются пожилыми людьми. Даже так. Вы можете рассказать, не называя имен, саму ситуацию описать, и как люди стали участниками, либо их подставили? Мне просто интересно понять, как это все происходит, как это возможно. Представители иностранных спецслужб выходят на конкретного человека, с кем взаимодействуют. И каким образом? Через какие-то соцсети? Через соцсети, через Телеграм, может быть, через непосредственное общение. Тот начинает подыскивать, сообщников, кого-то начинает вербовать, кого-то запугивают, кого-то обманывают, с кем-то, играют на патриотических чувствах. Например? В разных ситуациях по-разному. Представьте, что, допустим, здесь живет женщина, а у нее в Киеве учится ребенок или живет сын. И ей говорят, он сейчас сидит в тюрьме, если ты завтра не сфотографируешь тот или иной объект и не перешлешь по этому адресу, с ним сделают то-то и то-то. Как один из вариантов. Кого-то подкупают деньгами, кого-то накручивают. Но это работают профессиональные психологи. Как есть профессиональные мошенники телефонные, которые, казалось бы, адекватных, меняемых, развитых людей обманывают. То же самое происходит и в этом случае. И, как правило, люди, попав в такую ситуацию, боятся, по сути дела, и не к кому-то обратиться, посоветоваться, как в этой ситуации себя вести. Нет некой организации или каких-то людей, которые бы в данном случае выступили бы защитниками конкретных людей, не представляли бы интересы государства, как, например, ФСБ, прокуратура, а которые могли бы дать квалифицированную правовую оценку с этой ситуации. Как правильно себя вести. А как вообще выискиваются эти жертвы? Всегда по-разному. Мониторят соцсети, кто какие делает комментарии, составляет психологический портрет человека, подвержен ли он влиянию, либо нет. Если человек подвержен влиянию, если у него какие-то настроения, или человек находится в тяжелом психологическом состоянии, развелся с женой, умер кто-то из родителей, какие-то проблемы на работе. Кто-то болеет из близких. Кто-то болеет из близких. Просто он вышел из состояния психологического равновесия. Все, это потенциальная жертва. Что бы вы посоветовали, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Во-первых, ясно, четко понимать, что сейчас происходит, понимать, что иностранные спецслужбы рассматривают наш народ не как самоценность, а просто как некую прокси-силу, некую просто вот пушечное мясо, которое можно использовать и просто забыть. Ни в коем случае никакие там комментарии, ни в коем случае никакие фотографии, видео никуда не отсылать, ни с кем не вступать ни в какие переписки, сразу это все игнорировать. На сегодняшний день это очень опасно. Ни в коем случае этим заниматься не нужно. А если вы столкнулись с такой ситуацией, обратитесь, как минимум, к адвокату. Проконсультируйтесь, как в этой ситуации поступить. Нет никаких безопасных мессенджеров. Все прослушивается, все просматривается. Не надо играться вот эти шпионские игры или там кто-то хочет там в партизанов поиграть. Ни в коем случае. Это не наша история, нам это 100 лет не нужно. Я понимаю, что некоторые политики, там, общественные деятели пытаются расшатывать настроения подобные, в том числе и среди нашего народа, но на это поддаваться не нужно. Россия и Украина рано или поздно придут к какому-то общему знаменателю. Вся эта ужасная история закончится, а те люди, которые попали в эти жернова, их уже никто не вытащит. Утерянные годы, утерянное здоровье, утерянные возможности никто не вернет. Поэтому прежде чем ввязываться в подобные истории, нужно об этом хорошо подумать. По возрасту самый старший человек в вашей практике, который оказался в такой ситуации? 64 или 65 лет. Какая перспектива у этого человека? Мне стало сейчас просто мне в холодный пот бросило. Или 18 лет. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Парень только начинает жить. Его вербуют, он соглашается. В телефоне вся соответствующая переписка, фотографии. Все задокументировано. Он собирается взорвать очень высокопоставленное должностное лицо. Его на этом ловят при подготовке. То есть все доказательства существуют. И вот представьте, человек только начинает жить. Есть ли у них перспективы доказать, что они стали жертвой? В теории, наверное, да. На практике таких ситуаций, таких случаев не было. То есть сроки максимально жесткие. И нужно понимать, что это не просто срок, это не просто, допустим, колония общего режима. Это колония строгого режима. Это первые годы тюрьмы, это максимальная изоляция, это максимальное психологическое давление. Это такие последствия, как вплоть до лишения гражданства. Сейчас люди, которые осуждены по так называемым террористическим или экстремистским статьям, им приходит уведомление о том, что в отношении них принято решение о прекращении гражданства. Это блокирование всех счетов. Это на самом деле очень страшные статьи. Поэтому я еще раз призываю всех своих соотечественников, будьте очень осторожными. Очень много организаций, очень много сил, которые расставляют эти сети. Ни в коем случае не попадите сюда. Я знаю, что вы среди тех адвокатов, которые работают на новых территориях. Да. И традиционно там жило много крымских татар. Да? Это еще с советских времен, когда в Крым люди не могли попасть, они оседали где? Вокруг Крыма. Новороссийск, Тамань, Крымск. И получается, с украинской стороны это Геническ, Новоалексеевка. И, конечно, после 2014 года эти люди были, вернее, и до были хорошо интегрированы в локальную жизнь. Они занимали хорошие посты, занимались агробизнесом, были успешны. И после 2014 года, конечно, многие из них не скрывали своих каких-то настроений и политически делали заявления. И сейчас, когда с 2022 года уже прошло несколько лет, и мы совершенно ничего не знаем. Как общество мы ничего не знаем о том, как живут там эти люди. Я знаю, что вы бываете там. Я бываю. Первые мои поездки связаны с уголовными делами по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Это батальон имени Нумана Челебиджихана, запрещенный на территории Российской Федерации. Сейчас уже жизнь относительно нормализуется, но в самом начале 22-23 год, это был, я не побоюсь этого слова, ад. Это была атмосфера тотального страха, люди не понимали, что произойдет, а какая ракета или какая пуля с какой стороны прилетит, и жертвой какой силы они станут. 2014-2018 год – это как раз история про блокаду, про перекрытие
торговых потоков, про энергетическую блокаду. Ну, фактически бандитские формирования, по сути, терроризировали население, в том числе и собственных соотечественников. И сказать, что все были настроены вот так уж антироссийски, наверное, неправильно. Люди находились под воздействием, в состоянии страха. Очень многие вынуждены были демонстрировать некую лояльность. Кто-то напрямую это говорил, скажем, выражал свою солидарность этому батальону и его руководителю. Но были же, наверное, люди, которые просто в силу своей сферы деятельности, я не знаю, продавцы фруктов. Да, были такие, которые, например, женщина варила плов. Ее осудили за участие в незаконном вооруженном формировании. Кто-то был таксистом. Правоприменительная практика судебная складывается таким образом, что, если не любое, то очень большой объем, скажем так, действий может квалифицироваться как участие. Я сказал, женщина готовила участие в незаконном вооруженном формировании. И в настоящее время, даже сейчас мы не можем оградить этих людей, которые, по сути-то, в подавляющем своем большинстве стали жертвами вот той сложившейся ситуации. Ну, смотрите, были же еще люди, которые занимали государственные посты. Да? Вот я, как уже сказала, крымские татары были хорошо интегрированы в вертикали власти. И если так, например, вспоминать, то мы можем вспомнить многолетнего главу Генического района Сейтумира Неметулаева, который перебрался потом в Крым. Но, тем не менее, если человек остался, он не мог говорить не государственные, не принятые в том государстве лозунги, какую-то озвучивать. А иногда его просто заставляли это делать. И, к сожалению, вот такие простые, очевидные факты, к сожалению, суды или те, кто принимают конкретное решение, какой должна быть правоприменительная практика, не учитывают. Оправдательных приговоров по этим делам нет ни одного. Именно из-за страха, из-за опасения, из-за отсутствия гарантий безопасности очень много людей уехало. Даже те люди, которые в глубине души не поддерживали всю эту блокаду, взрывы этих линий электропередач, даже эти люди, скажем, в отношении этих людей нет никаких гарантий, что к ним не придут силовики, и эти люди не будут обвинены в участии в незаконном вооруженном формировании. А что происходит с их имуществом, с имуществом людей, которые уехали? Если они не получили российское гражданство, находятся за пределами Российской Федерации, их имущество могут конфисковать, национализировать. А можно ли этому дать какой-то обратный ход, если человек вернулся? Если уже процедура национализации прошла, это очень сложно сделать. Понимаете, вся проблема в том, что обычный адвокат обычными процессуальными методами вот подобные глобальные проблемы решить не в состоянии. Каким бы там 7 пядями во лбу этот адвокат не был. Я лично вижу решение этой проблемы в реализации конкретной государственной программы. Выбрать узкий сегмент. На Украине есть программа «Вернись живым». На государственном уровне разработали программу с определенными конкретными гарантиями безопасности для тех, кто предпринимал какие-то действия против украинского государства, а сейчас намеревается вернуться. То есть такая массовая коллективная амнистия? Не массовая коллективная амнистия, это в любом случае индивидуальный подход к каждому, но существует определенная программа, существует определенная дорожная карта, которая позволяет человеку гарантированно вернуться в украинское правовое поле и получить гарантии безопасности. Хотелось бы, чтобы аналогичная программа была реализована в Российской Федерации в интересах российского государства, что позволило бы людям, оказавшимся в такой тяжелой ситуации, в том числе и нашим соотечественникам, получить гарантии безопасности и вернуться к нормальной жизни. В этом направлении необходимо действовать. Вы готовы действовать в этом направлении? Я действую. Что от меня зависит. А можете рассказать, что вы уже сделали? Сейчас я не могу раскрывать всех подробностей, но я очень хочу, чтобы такая программа существовала и действовала, и принесла бы конкретные плоды, конкретные результаты не только для конкретных людей обычных, но это для всего общества, для всего государства. Потому что люди, находящиеся в таком подвешенном положении, это потенциальные жертвы спецслужб
объекты для вербовки. Готовы ли вы сменить свой статус адвоката на статус общественного деятеля, либо политика, либо государственного деятеля, если кто-то вам завтра скажет: Джемильбей, вперед, реализовывать эту идею? Мне не нужно быть ни политиком, ни государственным деятелем для того, чтобы принять участие в реализации этого проекта. Мой статус адвоката меня 100% устраивает. Но услышат ли вас, если вы как адвокат предложите эту идею? Ну, если я буду, там, я не знаю, входить в какую-то комиссию, в какие-то советы, и у меня будет, может быть, больше статус, да, или хотя бы просто мы найдем людей, которые готовы нас услышать и понять то, что реализация этого проекта в интересах, прежде всего, российского государства, в интересах государственной безопасности. О каком количестве человек идет речь сейчас? Но нужно понимать, что у каждого из этих людей еще есть дети, жены, престарелые родители, которых они, может быть, тоже вывезли. И из-за того, что один человек не может вернуться, не возвращается и семья. Поэтому можно говорить уже не о сотнях, а уже о тысячах. Вы как-то сказали, что мы вот в Крыму, как общество, не защитили своих соотечественников, тех, кто вот оказался в сложной ситуации в 2022 году в Новоалексеевке, в Геническе. Что мы должны были сделать, как вы считаете? Ну, до 2022 года мы, конечно, должны были интегрироваться во все органы власти. Мы должны были донести до федерального центра свое видение, свою точку зрения на происходящие события, не давать возможность использовать наших соотечественников в качестве вот некой прокси-силы. Почему мы этого не сделали? В силу разных причин, и объективных, и субъективных, мы уже исходим из данности. То, что произошло, то произошло. Мы упустили очень много возможностей. Обвинять в этом кого-то, наверное, неправильно. Мы слишком долго находились под влиянием третьих сил. Мы все время позволяли за нас говорить, вместо нас, от нашего имени принимать решения. Не в Крыму, а за пределами. Вы про это сейчас? Да, а последствия всего этого приходится расследовать всем нам. Вот смотрите, я сталкивалась, вернее, вот общаясь с людьми, да, у меня широкий круг знакомств, и, например, если человек имел какие-то намерение пойти в местные депутаты, сельского совета, городского совета, он немедленно сталкивался с хейтом со стороны своих же соотечественников. И в Крыму, и за его пределами особенно. Поскольку за пределами Крыма люди, которые уехали, либо они открыто выражают свои политические позиции, они могут себе позволить говорить все, что они хотят. Угу. В ответ этот человек, который хотел просто помогать, да, даже руководствуясь благими намерениями, просто помогать решать проблемы своих односельчан, а их миллион. Там вопросы земли, вопросы защиты родного языка, создания каких-то групп в детских садах, да, вот какие-то элементарные вопросы. Он немедленно сталкивается с хейтом, его награждают званием. Угу. На «С» начинается, на «Аткон» заканчивается. Про него могут делать какие-то ролики, раньше делали, да, клеймили, и он становился каким-то изгоем. И далеко не все могут выдержать это давление, и люди говорят: да зачем я буду этим заниматься, зачем мне это надо? Я пойду вот бизнесом займусь, буду уважаемым человеком, всем буду нравиться и буду приносить пользу своей семье. Я не соглашусь с вами. Я не считаю, что подавляющее большинство вот было вот таким вот образом настроено. Все-таки подавляющее большинство адекватно все воспринимало, но заняло позицию «меня не трогайте, я никуда не буду лезть». Это слишком большие силы в этом задействованы. Берким сайт душмана улмай с теми. Вот, да, я вот занимаюсь своим там бизнесом, огород, теплица, магазинчик, все. Это подавляющее большинство. А существовало еще два полюса. Один, причем это на самом деле не такие уж многочисленные группы. Один полюс смотрит явно в одну сторону, другой в другую. Мы прекрасно понимаем, о чем говорим. И они пользовались ресурсом. Вот те люди, о которых вы говорите, которые вот такие информационные вбросы делали, которые создавали видимость вот этого массового такого настроения, зачастую пользовались ресурсом украинского государства, украинских спецслужб и тех служб, тех сил, которые стояли за Украиной. Они были крайне заинтересованы в том, чтобы крымские татары не интегрировались в государство российское,
в российскую власть, чтобы крымские татары были вот в таком подвешенном состоянии. Я более того скажу, что в этом были заинтересованы и некоторые крымские политические элиты, по сути являющиеся такими татарофобскими. И как ни странно, интересы вот этих крымских политических деятелей и украинских киевских сил, их интересы совпадали. Как бы это ужасно и нелогично не звучало. В данном случае это так. Очень много сил было заинтересовано в том, чтобы крымские татары находились в состоянии вот такого вот оцепенения. Знаете, вас послушаешь, вот откроешь Инстаграм, все хорошо. Поем, танцуем, свадьбы красивые, праздники яркие. Вас послушаешь, просто поле битвы. И это на самом деле тоже является правдой. Вот вы посмотрите, во многом же, по крайней мере, в материальном отношении мы стали жить лучше. Ну, если мы сейчас вот вечером проедем по Ак-мечети, да, там автопарки серьезные. Вы смотрите, стоят. Там люди понакупали новых дорогих машин, у кого-то развивается бизнес, кто-то строит дома. И это тоже правда. Это тоже правда. Кто-то сидит в тюрьмах, и это тоже правда. Вот. А существует другая сторона. Другая сторона. И вот российское государство – это государство с очень такими сильными традициями принуждения. Может быть, государственного насилия. И в то же время российское государство – это государство, которое дает такие возможности, о которых мы раньше и не мечтали. Что вот взять соборную мечеть? Кто раньше думал, что такую мечеть могут построить? Так вот, задача нашей политической, даже назвать слово элита, нас, как народа, заключается в том, чтобы выстроить такую систему, такую модель поведения, которая позволит нас оградить от тех негативных последствий, которые существуют в большом государстве. Это централизация, это иногда, на наш взгляд, чрезмерное насилие, в том числе и процессуальное насилие судебное. Да? Но, с другой стороны, на полную использовать те возможности, которые дает нам это государство. Они реально существуют. И мы ими не пользуемся или пользуемся не в полной мере. Строительство, в том числе дорожное строительство. Это все сферы, в которых могли бы быть задействованы, в том числе и наши соотечественники. А мы это упускаем. Кто-то витает в облаках, кто-то ждет Экиу Чайдан Хайтаджах, кто-то там халифат строит. А вот мы как народ, не как отдельно взятые бизнесмены, мы можем назвать очень много хороших, успешных, в том числе и бизнес-проектов. Но мы как народ сегодня упускаем очень большое количество возможностей. Очень большие возможности, и которые, этих возможностей уже, не знаю, завтра, послезавтра не будет. Это все равно, как вот после распада Советского Союза было распаевание земель. Вот мы так вот получилось, мы упустили эту возможность. Все. Больше такой возможности не будет. То же самое и сейчас. У нас сегодня уже 2025 год. Прошло 11 лет с 2014 года. Мы продолжаем находиться в этом состоянии замирания, оцепенения, либо мы выходим из этого состояния, по вашим наблюдениям? Выходим, но не так активно, не так успешно, не так эффективно, как хотелось бы. Почему? Как можно было бы. Вопрос, конечно, хороший. Потому что, с одной стороны, вот эта вот позиция людей, меня не трогай, я никуда не буду лезть, один чиханджес джанын чихсын, вот, чтобы лишних не было никаких слов. А с другой стороны, это позиция некоторых политиков, как украинских, которые постоянно раскачивают ситуацию, так и некоторых общественных деятелей, которые раскручивают татарофобские настроения. Из нас лепят образ такого полуподпольного партизанского отряда. А мы какие? А мы не такие, явно мы не полуподпольно-партизанский отряд. Мы хотим жить, мы хотим созидать, мы хотим жить в мире и дружбе с нашими соседями. Просто мы хотим сохранить себя. Из-за того, что у нас нет достаточно эффективных каналов коммуникаций, достаточно эффективных систем взаимодействия с государством, вполне возможно, не вполне возможно, так оно и есть, мы не всегда объективно воспринимаем происходящее. Мы, соответственно, реагируем на все это. Но в
подавляющем нашем большинстве мы не партизанский отряд, мы не хотим этого. Мы хотим жить у себя в своем родном Крыму вместе с нашими соседями в мире, в согласии. Мы хотим наш Крым превратить в цветник, в цветущий сад. Это вы сейчас цитируете Нумана Челебиджихана? Да. У вас есть какие-то амбиции стать вторым Челебиджиханом без аналогии его трагической судьбы? Навряд ли никаких политических амбиций. Я работаю в своей профессии, в узком своем направлении, но я понимаю, что мой вклад, моя работа может быть вот маленьким кирпичиком или маленьким цветком в общем большом букете. И это, кстати говоря, должен понимать каждый. Тот, кто, там, я не знаю, строит дома, кто, там, я не знаю, выращивает сады, высаживает, да, там. Каждый понемногу вносит свой посильный вклад. И ждать, что кто-то за нас сделает, что кто-то за нас посадит этот цветущий сад, это очень глупо. Мы сами это должны сделать. А почему вам не все равно, Джамиль-бей? Ведь, казалось бы, чем хуже у людей дела, тем больше у вас работы. Ну, если исходить из вашей логики, то чем больше болезней, тем лучше себя чувствуют врачи. Чем больше голода, тем лучше себя чувствует, я не знаю, там, пекарь. Да. Но это на самом деле не так. Почему вам не все равно? Счастливым быть невозможно в кругу несчастливых людей. Счастливым можно быть в кругу таких же счастливых, защищенных людей, чувствующих безопасность. Когда этого ощущения нет, никакие там гонорары жизнь твою не украсят. Когда ты видишь детей, которые остаются без отцов, когда ты видишь стариков, которые лишаются своих сыновей, никакие заработки твою жизнь не украсят. Вы в беседе перед началом интервью сказали, что нам нужны, я процитирую, политические завхозы. Вот кто это такие и зачем они нам нужны? Вот смотрите, есть группа людей, которые ратуют за возрождение каких-то там транснациональных глобальных проектов. Например? Строительство халифата. Кто-то защищает интересы, там, я не знаю, топит за то или иное государство. А я же говорю, что нам не хватает философии обычного мужчины, который защищает свою семью. Вот ваш супруг, его задача не халифат строить, не там митинговать или там размахивать флагами. Его задача заключается в том, чтобы смотреть детей, для того, чтобы защищать вас, молодую, красивую, умную. Его задача заключается в том, чтобы оберегать семейный очаг. И у нас не хватает вот именно вот этого, таких людей, или даже сказал бы группы людей, организаций, которые бы занимали бы сугубо центристскую, прокрымскую позицию, решали бы конкретные проблемы, которые стоят перед нашим народом здесь и сейчас. Без размахивания флагами, без каких-то пафосных речей. То есть решали теми инструментами, которые им доступны. Которые им доступны, да. Которые им доступны и в обстоятельствах, которые созданы не нами, и изменение которых зачастую не от нас зависит. Вот. У кого-то заболел там близкий человек, и он идет в конкретную больницу, делает все для того, чтобы конкретные врачи вылечили родного его человека. Причем при этом он не смотрит на то, что нравится или ему не нравится как человек тот или иной врач. Нравится или ему не нравятся его политические взгляды, или его внешний вид, или его там, религиозные убеждения, или он там по гендерному какому-то принципу там, отсеивает. Для него задача спасти своего родного человека. Вот наша задача должна заключаться в том, чтобы спасти наше наследие, те проекты, которые позволят нам сформировать безопасную, комфортную, благоприятную среду для нашей жизни. Вы сказали мужчин. То есть нам не хватает мужчин, которые как свою семью будут воспринимать весь народ и, соответственно, предпринимать усилия, чтобы вот весь народ как бы защитить как свою семью. А женщины в этом вопросе где? Женщины рядом с мужчинами.
Они могут также пойти и Конечно. сказать, это моя семья, я буду их защищать. Конечно, конечно. Я говорю не о том, что... Ну, я привел пример как главу семьи, да, но то же самое может делать и женщина. Но, к сожалению, вот это вот чувство, это не чувство, а настроение «адын чиханчи дьянын чихсын», чтобы обо мне потом ничего не сказали, оно очень многих останавливает. Очень многие люди боятся этого. Другой фактор. Мы далеко не всегда находим понимание со стороны государства, со стороны власти наших проблем, наших чаяний. То есть, Нас не слышат. да, нас не слышат. И у многих сразу же опускаются руки. Ну вот я пришел, я рассказал, я там попытался объяснить, меня не услышали, ну не получилось, не получилось. Но капля точит камень не силой, но чистотой падения. Проект «Интервью с Наджией Фими» становится возможным благодаря поддержке и участию крымского бизнеса. И я признательна своим друзьям за поддержку моего начинания и возможность делать интервью с интересными людьми и тем самым приносить пользу обществу, создавая различные мнения и дискуссии, которые затем делают нас лучше. Круглосуточная стоматология «Циркон». С нами не страшно. Ваша красивая улыбка – наша победа. Джемильбей, как о юристе, я, например, о вас услышала году в 2014, когда начались громкие резонансные дела в отношении тех, кто не признал итоги референдума 16 марта. И тогда же вы стали защищать представителей запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир, тех самых строителей халифата, которых вы уже упомянули. И в то же время вы публично говорите о том, что эта организация – это зло. Вот где логика, Джемильбей? На первый взгляд, как нелогично, да? Абсолютно. Я всегда выступал против подобного рода псевдорелигиозных сект, которые всех нас пытаются загнать в такой условный средневековый уровень, подчинить нас каким-то силам, которые находятся за пределами Крыма, лишить нас такого критического мышления, лишить всего того, что крымских татар делает отдельным, самобытным народом. То есть я, например, могу плохо относиться к людям, которые злоупотребляют какими-то одурманивающими веществами. Это плохо. Но если этих людей не лечат, а начинают, избивать, убивать, слишком жестко прессинговать, то, конечно, как у нормального человека, у меня это вызовет чувство негодования, возмущения. То же самое касается и этих людей. Кто-то, может быть, и является, наверняка является членом этой организации запрещенной, но многие, на мой взгляд, такими убежденными хизбами не являлись. Из тех, кто сегодня находится за решеткой? Да. Есть еще такое понятие, как степень вовлечения. Можно ли этих людей вернуть обратно к нормальной жизни? Я не буду говорить каких-то конкретных статистических данных. Я каждому, в голову не могу заглянуть в душу и сказать, он является хизбом или не является. Но вернуть человека в нормальную жизнь, вытащить его из этой секты можно. И не обязательно лишать его свободы на 15, 19, 20 лет. Поэтому идеологию я всегда эту критиковал. Не только партия, о которой вы говорили. Любая секта для нормального светского общества традиционного губительна. А в чем угроза для крымско-татарской идентичности? Вы говорите о том, что это угроза. В чем угроза? В чем зло?
Да, собственно, в чем зло? Ответ на этот вопрос я сформулирую таким образом. Я скажу, что в моем понимании является для нас добром. Для нас путем к спасению, к развитию, сохранению является формирование или в данном случае сохранение светского, традиционного общества. Общество, в котором существует традиционная патриархальная многодетная крымско-татарская семья. Общество, в котором существует явно выраженное маскулинное начало крымско-татарского общества. Общество, в котором представлены традиционные демократические институты самоуправления, саморегуляции обществом. Общество, которое само определяет, как им жить, какую картину мира самим рисовать. Назовите это Хурултай, назовите это какие-то съезды, собрания. Я считаю, что спасением для нас является выработка критического мышления. Я считаю, что спасением для нас является культ, не культ общества в понимании таком плохом, а-ля стада, а личность, индивидуальность, наличие различных точек зрения. Это должно быть нормой для нас. Здоровая конкуренция, наличие площадок, где различные люди с различными точками зрения встречаются и не поливают друг друга там грязью, не проклинают, не стреляют друг друга, а в нормальной цивилизованной форме пытаются доказать правильность своей точки зрения, где инакомыслие не приравнивается к предательству, к раскольничеству, и таких людей не считают еретиками. А вот эта вот организация, о которой вы говорите, ее идеология построена на прямо противоположных принципах. Никакой личности. Нет человека. Человек растворяется в общей массе. Общая масса не может заблуждаться. Человек руководствуется, обязан выполнять приказы своего амира. Какое критическое мышление? Несогласие с амиром, чуть ли не вероотступничество. А вас называли вероотступником? По сути, да. По сути, да. Демократия – это тагут. Вы что? Какая демократия? Какая светскость? Это чуть ли не матерное слово. Вот это об этом я дала вам договорить вашу сформулировать, но наше общество начнет вас критиковать уже на слове «светский». Нет, наше общество не начнет нас критиковать. Наше общество разное. И в Крым вернулось светское общество. Не секты вернули в Крым народ, а как раз-таки вот то самое светское общество. Нас в Крым вернули светские люди. В подавляющем большинстве традиционные, не отказывающиеся от нашей религиозной идентичности, но все-таки светские люди. Национальное движение крымских татар, просто национальное движение, это все-таки светское, это не религиозное движение. Именно вот эта психология, это мировоззрение позволило народу вернуться, сохранить свою национальную идентичность, оставить свое национальное человеческое достоинство. Вот вы занимаетесь бракоразводными процессами. Вот в этих своих процессах вы не замечали такую тенденцию, что у нас есть большое количество сильных властных женщин в своих семьях и инфантильных сыновей? Именно в силу того, что они как-то матери не смогли отпустить. Мать подавляет. Есть такие, да? Много их. Опять же, у меня нет никаких статистических данных. Вот из вашей практики, да. Сильная женщина на определенном небольшом промежутке времени защищает семью, решает конкретные задачи, стоящие вот здесь и сейчас. Но в перспективе это очень негативно сказывается на детях, на внуках, на психологии детей. Угу. И многие бракоразводные процессы связаны как раз-таки с сильной волевой женщиной, которая считает, что она вправе указывать своему сыну, как нужно жить, на ком нужно жениться, как нужно устраивать свои взаимоотношения с женой. Или, например, властной жены, которая навязывает своему мужу свое видение. Мы будем жить так, мы будем жить вот здесь.
Мне не нравится, что ты общаешься вот с этими людьми. Из-за этого разводится. Ну, разводов очень много. Какая такая вот самая частая причина разводов? Вот именно с теми делами, да, я понимаю, что вы не можете говорить. Завышенные ожидания друг к другу. То есть... Молодые мужчины ждут принцессу. Ну, наверное, на этапе ухаживания это и выглядит. Да. А девушки ждут вот этих принцев на белых мерседесах. Вот. Мы немножко переходим, даже не немножко, а очень сильно с этой жизни, с этой реальности в параллельную, вот ту самую инстаграмную реальность, о которой вы говорите. Угу. А жизнь это же в том числе и рутина, это ответственность, это быт, это очень много нервов, это ночи, которые не досыпаешь, это забота о детях. Угу. Это ты отдаешь часть себя, своего времени, своей энергии для детей. А семья – это взаимные уступки, это искусство дипломатии. Ну, не все проходят через это. Та инстаграмная картинка, она деформирует сознание, мировосприятие, мироощущение и формирует завышенные ожидания. Вторая часть общества вас разнесет за слово «патриархальный», потому что у нас, как говорят некоторые, женщины рулят. Где-то рулят, кто-то будет критиковать. Это нормальное явление в нормальном обществе, по крайней мере, в том обществе, в котором мне хотелось бы жить. Сейчас наши мужчины я не стремлюсь к тому, чтобы по вашему мнению? Выступают в публичных каких-то проектах, их меньше. Но это не значит, что мужчины менее активны или стали слабее. Ни в коем случае. Мужчины реализуют свои проекты. Это вы сейчас говорите о объединении Акай-клуб? Ну, это один из многих таких сообществ мужских. Где-то бизнес-проекты. Ну, в основном это бизнес. Вы такие молодые, красивые, все востребованные, узнаваемые, популярные. Кем бы вы были без мужчин? В моем случае я открыто признаю, что в том, что я сегодня могу заниматься тем, чем я занимаюсь, исключительно заслуга моего супруга, который обеспечил мне тыл. Вот. Но видите, вы не только красивая, но еще и очень умная девушка, которая понимает это и проговаривает. Оператор мне показывает, что мне надо приосаниться немножко. Да. А другая скажет, да что там это я вот такая вот звезда. Self-made woman. Да. Поэтому нельзя говорить о том, что мужчины сдают позиции. Вы посмотрите спортивные соревнования. Куда ни посмотришь, наши земляки занимают там первые места. И там и смешанные единоборства, и ММА, и борьба. Везде. То есть недостатка в маскулинности в нашем народе нет? По сути, нет, но вот эти публичные проекты, которые вы говорите, женские проекты, они создают впечатление о том, что мужчины, скажем, уступают. И, к сожалению, потихоньку феминизм вот в плохом понимании, он набирает обороты. Иногда в некоторых ситуациях женщина переступает через свое, выходит из той роли, которая ей предназначена природой, ее женской сущности. Быть матерью, быть женой, быть хранительницей очага, стоять за мужем и всячески мужа поддерживать, усиливать, даже если вы при этом являетесь публичной личностью, реализуете какие-то свои проекты. И если вы подчеркиваете статус и роль своего мужчины, это нормально, традиционно, патриархальная крымско-татарская семья. Ничего в этом зазорного нет. Но некоторые женщины пытаются руководить своими мужчинами. Некоторые женщины пытаются руководить, влезать там, я не знаю, в жизнь своих там, сыновей, там, племянников. Мне кажется, вы говорите сейчас, исходя из той практики бракоразводных дел, которые вы ведете. В том числе. Вот подобного рода инициативы, они, конечно, разрушают семью, разрушают. Вот есть поговорка, не знаю, слышали вы, не слышали,
Моя бабушка часто об этом говорила. «Евде ярадам олмаса хоранта гаиб». Но сейчас же другие времена, Джамиль Бей. Сейчас уже женщины тоже хорошо зарабатывают, они тоже могут нести финансовую нагрузку. И сейчас даже мужчины могут отправляться в декрет. Ну, это абсолютно законно. Ну, вы считаете, это нормально? Мне кажется, надо делать так, как в той или иной семье удобно. Для меня эта ситуация, я выросла в другой модели, да, я создала другую модель и живу сейчас в ней. Но я допускаю, что кому-то окей и иначе. И может быть. Это вот та ситуация, в которой в коротком промежутке времени существующая проблема решается наличием сильной женщины. Но на длинной дистанции эта женщина убьет в семье мужское начало в своих там, детях, в своих сыновьях, в своих внуках. И эта семья больше потеряет, чем приобретет. И где я радам олмаса, ахай олмаса, хоранта гаиб. Это касается даже не семьи, не только семьи, а всего народа. Если женщина выходит из своей природной роли, начинается разрушение семьи, начинается разрушение народа. А у нас такие процессы начали происходить? Если начинает смешиваться несмешиваемое, когда мужчина берет на себя женские функции, женскую роль, женскую модель поведения, а женщина, соответственно, мужскую, то все рушится. Рушится семья, рушится психика детей. Этого нельзя допускать. Для этого нужно как минимум просто проговаривать это. Потому что в моем понимании крымско-татарская семья традиционная, многодетная, патриархальная семья является самым эффективным защитником, самой эффективной гарантией защиты прав женщин. И не только женщины. И начиная от маленьких детей, заканчивая там глубокими стариками. Это тот механизм, который защищает всех. А не вот эти вот партнерские отношения, где там мы равноправны, мы начинаем состязаться, мы начинаем друг другу доказывать, кто главнее, кто важнее, кто больше приносит в дом денег. А вы не занимаетесь делами, где есть домашнее насилие, где мужчина просто кошмарит свою женщину, детей? Занимаюсь. Что это за явление? Почему оно сегодня у нас происходит? Вот вам, пожалуйста, маскулинная семья, как вы говорите, патриархальная. Знаете, мужчина, воспитанный в традиционной, в нашем понимании, нормальной традиционной семье, не станет бить свою жену, не станет прессинговать своих детей. А мужчина, который вырос в любви, без всяких психологических надломов, когда его там не ломала сильная мама, или там он не видел там пьяного отца, тоже неадекватного, невменяемого, когда в него вкладывали семена уверенности, того, что он мужчина, что он глава семьи, что на нем есть ответственность, такой мужчина навряд ли будет так себя вести, как вот вы говорите. Так ведут себя те, кто рос совершенно в другой семье, с другими тенденциями. Ты пацан, ты никто, ты должен беспрекословно слушаться там, маму, папу. И вот эта вот скрытая агрессия в ребенке, она вырастает вот в такие извращенные формы уже в взрослом мужчине. Вы представляли интересы известных институтов национального самоуправления, ныне запрещенных в Российской Федерации, и публично при этом отстаивали свою позицию, почему их запрещать нельзя было. И одновременно с этим у вас был публичный конфликт с лидерами запрещенного Российской Федерации Меджлиса. И вас, что называется, просто с экранов поливали, в, опять-таки, запрещенных соцсетях писали про вас всякое. И вы в долгу, я должна сказать, вы не оставались. Опять вопрос. Вы не считаете себя непоследовательным? Слово нелогично, да? Опять нелогично. К сожалению, даже вы, посвященная, находясь, что называется, в контексте, даже в вашем сознании конкретные институции и конкретные люди являются тождественными понятиями. Откуда вы знаете? Может, я вас сейчас провоцирую? Возможно, вы меня провоцируете, но, к сожалению, очень многие так воспринимают. Даже в нашем народе. Я уже не говорю о тех, кто находится в Москве, для которых крымско-татарская история, вот это вот все, это просто темный лес. К сожалению,
в сознание наших соотечественников вбили то, что представительные органы или там органы национального самоуправления – это 3, 4, 5, 6 человек. А я говорю о том, что 3, 4, 5, 6 человек – это конкретные люди, конкретные политики, в большей своей части украинские политики. А институции, механизмы, которые позволяют людям аккумулировать свою энергию, свой, если хотите, интеллектуальный, прежде всего интеллектуальный потенциал, для того, чтобы определить, какие проблемы существуют перед народом, выработать пути решения этих проблем. Это совершенно другое. Эти люди могут приходить и уходить, а институции должны оставаться. Вот в этом, к сожалению, не разобрались и те, кто принимал конкретное решение запретить. Сейчас, когда прошло столько времени, я вот могу открыто сказать, что российское государство проиграло судебный процесс конкретным украинским политикам. Проиграла? Вы так это проиграла. формулируете? Более того, я могу сказать, что административный истец в лице госпожи Поклонской, по сути, представлял интересы, защищал интересы Мустафы Джемилева, Рифата Чубарова и вот всей вот этой вот группы людей. Потому что именно они были заинтересованы, как никто другой, в том, чтобы на территории Крыма, на территории Российской Федерации были запрещены институты национального самоуправления крымско-татарского народа. Потому что без вот такого решения, кем бы они были, депутатами там, То есть вы считаете, что они были заинтересованы? Они в этом были запрете, заинтересованы, поскольку... и надо им отдать должное, они смогли переиграть российскую судебную систему, они смогли, вот как известный игрок в нарды, он просто выиграл эту... Но это очень громкое заявление. Это факт. В моем понимании это факт. Вот представьте, суд бы разобрался, услышал бы условного там Темишева и сказал бы, да, вот эти люди что-то не то сделали, вот к ним конкретные претензии, уголовные дела, какие-то санкции. А люди, почему они не имеют права также собираться, обсуждать какие-то свои насущные проблемы? Пусть собираются. Избрали бы новых делегатов Курултая, те бы избрали бы новый меджлис уже в российском правовом Вы думаете, поле. не было бы конфликта между этим меджлисом запрещенного Российской Федерацией, мы как бы должны постоянно оговаривать этот момент, и теми людьми, которые уехали, будучи его представителями? Был бы конфликт, но те люди, которые живут в Крыму, за ними были бы, по сути, весь народ. За ними был бы сегодняшний день и реальная действительность. То есть вы верите в такой сценарий? Да, я верю в этот сценарий. По крайней мере, его нужно реализовать. К сожалению, на тот момент этого сделано не было. К сожалению, вот такая поверхностная оценка, поверхностная такая политическая экспертиза привела к тому, что самым главным бенефициаром, выгодоприобретателем оказались на самом деле антироссийски настроенные силы. Я неоднократно приходил на прием к Поклонской, когда шел этот процесс, уговаривал, убеждал, говорил, что запрет ни к чему хорошему не приведет. Это ослабит, а наоборот усилит позиции антироссийских сил. Не нужно этого делать. Мои слова воспринимались как какая-то военная хитрость. Вот. Я говорил, когда у меня в самом начале еще был какой-то коммуникации, я говорил, скажите публично, что не было никакого коллегиального решения о проведении каких-то блокад, каких-то взрывов. Это инициатива конкретных людей. Вместо того, чтобы это транслировать прямо противоположные вещи. Из-за этого был ваш конфликт? Он начинался из-за этого. Мы же знаем, какие были настроения на последнем Курултае. Да. Мы знаем это. И если бы этот Курултай существовал в сегодняшних реалиях, и был бы избран совершенно другой меджлис, все было бы совершенно по-другому. Но мы опять говорим о сослагательном наклонении, а история, как известно... Нет, я считаю, что необходимо проговаривать альтернативные сценарии,
То есть вы верите, что сегодня можно сейчас возродить эту институцию? Ну, может быть, не в той форме, А нам нужны в тех они масштабах. вообще, такие институции? Нам нужны вот эти вожди, лидеры наций? Вожди не нужны, лидеры наций не нужны. А вот институции, которые бы, как я сказал, аккумулировали бы прежде всего интеллектуальный потенциал народа, направлены на созидание, на сохранение исторического наследия, конечно же, нужны. Можно я вас процитирую? Вот нашла одно ваше интервью от 2018 года. Хочу одну цитату озвучить. «Я не переношу несменяемых и незаменимых политиков, которые присваивают себе право говорить от имени всего народа и любую критику в отношении себя или своего вечно и агрессивно послушного вороватого окружения приравнивают к преступлению против всего народа». Это в отношении какого-то конкретного человека вы говорили? Или это вообще вот о всех политиках и вашем отношении? В отношении вполне конкретных людей и в отношении вообще самой модели, которая сформировалась на пространстве вот постсоветских республик, на постсоветском пространстве. Вот эта вот идея «я бай», вокруг меня должна быть свита, все должны меня слушать, кто меня не слушает, тот враг народа, раскольник, там, условная пятая колонна, тот предатель, того нужно давить, душить, тот является еретиком. А вы считаете, у нас вот до сих пор это осталась проблема, когда голос народа присваивается отдельными лицами? Голос народа всегда будут попытки присваивать голос народа отдельными группами людей, отдельными политиками. Другое дело, позволит ли народ существовать таким тенденциям. А что надо сделать, чтобы не позволил? Вот вы говорите, что мы сейчас в стадии замирания. Формировать социальный запрос. Кто его формирует? Все мы. Элиты? Я, вы. Ну, на самом деле нет никаких элит. Существуют обычные люди. Вот мы с вами сейчас общаясь, мы тоже способствуем формированию того или иного социального запроса. Или мы молчим и ничего не говорим, боясь, что кто-то что-то там скажет там, за глаза про нас. И мы тоже тем самым своим бездействием тоже способствуем формированию какого-то другого социального запроса. Нужно в обществе проговаривать на различных площадках, каким образом, какими должны быть политики, какими должны быть взаимоотношения политика и общества, какими должны быть взаимоотношения представителей разных точек зрения. А у нас есть этот диалог? Вот скажите, у нас сегодня вообще есть то, что когда-то мы называли Бирлик, да? В том масштабе, в котором бы хотелось, его нет, но это не значит, что его не может быть. Вот различного рода проекты, в том числе и ваши, даже просто наше общение уже является маленьким шагом в очень-очень длинном пути. У нас нет коммуникации, диалога между продакшенами. То есть я даже не говорю между какими-то группами, которые придерживаются каких-то разных взглядов. У нас нет коммуникации с теми, кто уехал. Нужно проговаривать, что это ненормальная ситуация. Нужно проговаривать о том, что эта ситуация может привести к очень нехорошим последствиям. И независимо от наших личных симпатий или антипатий, для общего блага мы должны вот переступать через свои личные симпатии или антипатии. Для этого надо быть зрелым человеком, а у нас у каждого второго проблемы нарциссизма болезненного. Может быть и так, но человек на то и человек, что он может над собой работать и может признавать свои ошибки и переступать через свои там личные симпатии, антипатии. Я вот, например, в глубине души я терпеть не могу на GFME. Как так? Как можно? Может быть. А может быть, я просто обожаю ваши проекты и являюсь вашим там, самым поклонником того, что вы делаете, как вы это все преподносите обществу. Но тут мои личные симпатии или антипатии не должны играть, ну, скажем, определяющую роль. Вот я являюсь адвокатом. 19 лет в профессии. Уже скоро будет 20. И вот появляется молодой юрист, вчерашняя студентка, молодая, совсем молодая девушка, которая открывает свой блог юридический. Вы все знаете, да. Это Риана Усманова. Да. Поначалу я относился к этому с таким, беззлобным сарказмом. Девочка что-то балуется, что-то там. Mm-hmm. А смотрите, она смогла реализовать такой масштабный проект, который приносит пользу, я не побоюсь этого слова, всему нашему народу.
И я уверен, что 100 таких классических адвокатов, работающих в профессии вот так, как я, такого бы сделать не смогли. Мы даже не понимали изначально масштаб и замысел. Поэтому если существуют какие-то новые проекты, какие-то новые инициативы, не только в области юриспруденции, в области тех же продакшенов, там, я знаю, в политике, в экономике, пусть эти проекты развиваются. Время покажет, это эффективно или и неэффективно. Это, опять же, мои слова, это маленький шаг в формировании социального запроса. А у нас получается так, вот кто-то выбивается из строя и сразу его начинает клевать. Да. Бахнесона, вот что он там себе возомнил, что она там, что она делает. Нужно приветствовать новые инициативы. Мы очень нуждаемся в новых проектах, в новых смыслах, в новых лицах, в новых голосах. Согласна с вами. Я хочу спросить вас про дело, в котором вы были адвокатом, и дело, которое разрешилось успешно, это дело бизнесменов Рисуля Велиляева и Али Бариева. Я признаю, что я следила за этим делом, поскольку для меня это такой индикатор того был, как общество наше отреагирует на то, когда полезного человека, не только бизнесмена, который приносил пользу стране, бюджету и так далее, создавал рабочие места, но и человека, который как меценат, годами поддерживал ученых, деятелей культуры, проводил очень масштабные международного уровня мероприятия, оказался в сложной ситуации, и как общество мы почти никак не отреагировали на это. Провалили экзамен. Я считаю, что да. Вот вы со мной согласны или вы можете опровергнуть мое мнение? Кофе очень вкусный. Я боялась услышать известный мем сейчас. Кофе очень вкусный, но то, что вы сказали, не соответствует действительности. Как так? Этот экзамен мы сдали на отлично. Серьезно? Прежде всего, это семья, и в первую очередь это младший брат Рисуля Римзиева. Угу. Это просто был... Для меня это дело было просто университетом. Как нужно правильно выстраивать приоритеты, не допускать никого к принятию решений, касающихся твоей личной судьбы, в данном случае судьбы брата. Вы имеете в виду со стороны? Со стороны. Ведь очень много было попыток политизировать. Да. Ведь очень много было попыток расшатать. Ведь очень много было попыток использовать этих людей для создания красивой политической картинки. Ничего этого сделано не было. Красивой или выгодной? Красивой для них. И, соответственно, выгодной для них. В этом деле самое главное, я не буду говорить там о всех подробностях, я думаю, смысла сейчас в этом нет. Самое главное, этих людей не получилось использовать в качестве каких-то неких сакральных жертв. Для того, чтобы, опять же, влиять на наше сознание, для того, чтобы протестные настроения подогревать. В этом конкретном кейсе получилось все риски, все негативные последствия минимизировать. И защиту государство услышало, семью государство услышало, не позволило человека, действительно созидателя, человека с большой буквы, просто уничтожить. Но я знаю, что Рисульбей выступил свидетелем на вашей свадьбе, и никях прошел в мечети, построенной Рисульбеем в Карасу-Базаре. Как правильно выстраивать положительный сценарий? Как правильно настраивать себя на позитив? Даже в очень, казалось бы, в таких патовых ситуациях. Я когда первый раз к нему пришел, мы общались, познакомились только, а он стал меня расспрашивать о том, кто я, что я, о моей семье, есть ли у меня дети. Я сказал, что нет, не женат. И вот он мне там прочитал лекцию. Как многодетный отец. Да. Кстати, еще один пример для подражания. Да, согласна. Вот. Я просто сказал, давайте договоримся так вот. Все это завершается, вся эта история благополучно. Обязательно женюсь, но при условии, что вы будете свидетелем. И вот никях будет в этой мечети. Все, договорились.
Когда все благополучно завершилось, он говорит: ну-ка, иди сюда, вот ты же говорил. Вот. Как важно работать с позитивными людьми, настроенными на позитив, не на разрушение, не на постоянную критику, а на позитив. И заряжать себя позитивом. Это очень важно. Что такое Ахай-клуб? Ахай-клаб – это недавно я позволила себе формулировку, что это объединение бизнесменов и религиозных деятелей, и на меня немножко обиделись. А что это на самом деле? Это клуб, это просто круг друзей. Круг друзей, мужчин, во многом состоявшихся, которым не безразлично, что происходит здесь, в Крыму, с нашим народом. Те, о которых вот мы, скажем, мы сами по себе, мы мужчины, которые отставить свою точку зрения. Мы не позволяем говорить от нашего имени, вместо нас, за нас. Мы не позволяем затыкать себе рты, отмалчиваться. Вы готовы сейчас сказать, что у этого объединения уже есть какие-то цели, задачи далеко идущие? Нет. Я не скажу, что это какие-то далеко идущие задачи. Мы решаем насущные проблемы, которые существуют вот здесь и сейчас. Вот. Например? Издание книг, проведение конференций, реализация вот тех микропроектов, которые, на мой взгляд, позволят сформировать среду обитания. Мы должны освоить искусство маленьких шагов. Когда говорят: а что вы там сделали? Вот это вот принизить, не заметить, обесценить. Ну что вы там сделали? Ну какую-то книгу там вот вы выпустили. Даже если мы смогли помочь ученому выпустить одну книгу, это уже хорошо. Даже если мы собираемся, общаемся, формируем свой круг общения нормальных, в моем понимании, нормальных, адекватных людей, здравомыслящих, с явно крымскими, центристскими такими взглядами, это уже хорошо. Зарар олмаса ода файда. У нас есть сегодня национальная идея? Спуститься с небес обетованных на землю и увидеть, какие реальные проблемы существуют и какие у нас реально существуют в нашем распоряжении механизмы для решения этих проблем. И смотрите, во что превращают крымские татары Крым. Где крымско-татарские массивы, везде какие-то магазины, сады. Мы реализуем такие проекты, клиники. Мы же созидатели. Мы созидатели. Мы созидатели. А мы эту землю должны превратить, и мы все делаем для того, чтобы эта земля стала цветником, не выжженным полем, не местом сражения третьих сил, а цветником, цветущим садом. Мне бы очень хотелось, чтобы было как можно больше людей, которым есть что сказать, и которые по каким-то причинам опасаются. Не молчите, говорите, потому что вместо вас, от вашего имени будут говорить другие. За вас будут формировать ту самую среду обитания, которая, может быть, вас совсем не будет устраивать. Не молчите, участвуйте в этих проектах, говорите, проявляйте инициативы. Сколько детей должно быть в вашей семье? Я всегда мечтал о большой семье, где много детей, о семье, где рядом с нами живут старики, где существует преемственность поколений, много детей – это действительно много счастья. И даже сейчас, вот самой младшей 3 месяца, я не досыпаю, я уже не говорю про жену, много всяких неудобств, но это действительно счастье. Угу. И, конечно, в нашей среде должна быть вот эта вот многодетная, патриархальная, традиционная семья. В семье жена имеет право сказать: нет, мне это не нравится, я так не хочу, так не должно быть? А что вы тогда вкладываете в слово «патриархальное»? Я сформировался под воздействием, прежде всего, своей бабушки. Выросли с бабушкой? Да. Я рос под ее воздействием. И прежде всего я не сын своего отца и своей мамы, а прежде всего я внук своей бабушки. Интересно вы так сформулировали. Да. И что вложила вас ваша помню, бабушка? Она говорила: где я родам олмаса хорантагаиб. Я
обожал свою бабушку и по всем ее слушал. А в один прекрасный момент она начинает мне давать советы, которые приведут к плачевному результату. Вам давать такие Да. советы. И вы, ребенок, понимаете, что это будет Я плохо. ребенок, я обожаю свою бабушку, и я беспрекословно выполняю то, что она говорит. Например. Например, возьми там, я знаю, ведро воды и там полей вот эти вот цветы. Лей, там 2-3 дня, они потом завянут просто. Мгм. Ты лей. Потом они завянут, и она говорит, а что ты это делаешь? Зачем ты так делал? И я говорю, это ж ты мне сказала. Она говорит, а что ты меня слушаешь? Серьезно так делал? Что ты меня слушаешь? Ты мужчина, ты должен принимать решения. Это я должна за тобой идти. Мгм. То есть я вот совсем пацан. И для меня это был шок. Как это бабушка сказала, как я могу Ослушаться я же бабушку. люблю ее, она же не может посоветовать плохого. Ты мужчина, ты принимаешь решения. И за все, что ты сделаешь, ты несешь ответственность. Не бабушка, не тетя, не дядя, а именно ты. Мгм. И потом я уже принимал решения без оглядки на окружающих. Вот это зерно, вот этот вот такой ожог, или, можно сказать, прививка, это от бабушки. Мгм. Если я могу ослушаться бабушку, Значит, я могу спорить со всеми. значит, я могу спорить со всеми. И не просто я могу, имею право, а я обязан. Мгм. Для того, чтобы отстоять свое мнение, свою позицию, я могу спорить со всеми и даже со своей бабушкой. Расскажите в вашей практике, какие самые такие сложные случаи, может быть, проблемные, бракоразводные, что больше всего вызывает споров, из-за чего чаще всего происходит вообще, как происходит так, что при разводе люди обращаются к юристу до такой степени, уже не имея возможности найти общий язык? Что делят Детей и имущество. детей? Самое тяжелое – это когда рассматриваются вопросы об определении места жительства молодых. Угу. Самое Когда- болезненное, наверное. Когда детей, особенно если дети любят обоих родителей, их разрывают, просто наживую отрывают друг от друга. Или бывает такое, что отец забирает одного ребенка, а другой ребенок остается с матерью. И как эти дети страдают потом. Как дети приезжают к одному из родителей и боятся что-то сказать о другом, потому что не хотят обидеть. И это же все морально ломает ребенка. Эта категория дел, наверное, самая болезненная, лично для меня. Джамильбей, вы всегда при параде, всегда в костюме, в рубашечке. И у нас есть одно предложение к вам. Я не знаю, правда, как вы к этому отнесетесь, достаточно нестандартное. И я предлагаю вам сейчас переместиться в один известный магазин мужской одежды и продолжить нашу беседу там. Что за магазин? Эр Саваш. Я там часто бываю просто. То есть вы клиент этого магазина? Да. Мне нравится. Мне нравится и стиль одежды, который там продается. И мне нравятся ребята молодые, активные. Все-таки в таком возрасте реализовать такой проект масштабный, молодцы. С удовольствием. Да? Все, тогда предлагаю по машинам и вперед. Вы вспоминали про свою бабушку, с которой выросли. А где в это время была ваша мать? Со мной, вернее, я с Анашкой. Вы с Анашкой. Она у меня, что для Крыма интересно, она была делегатом Курултая в Ростовской области. Я помню еще ребенком Курултай 91-го года. Брала вас с собой на Курултай? Да, я помню, и эти воспоминания до сих пор для меня очень важные, очень дорогие для меня воспоминания. Я видел, как моя железная леди, перед которой многие... Она была сильная женщина? Она была очень сильной женщиной. Она жива-здорова сегодня? Да. Я помню выступление, помню концерт, помню, как танцевала Джамилия Усманова. И помню, как моя железная леди Нашка плакала, как ребенок.
Эти воспоминания, конечно, потом, когда мы уже вернулись, я приехал в Крым в 96 году, сам учился в университете, а уже всей семьей получилось приехать только в 2001 году. Бабушка год прожила, умерла, мы ее в Арпате похоронили, в селе, где она родилась. Оттуда ваши корни? Да, я о котором мечтала всю жизнь. Я очень часто приезжал в Орталан, к Амзага Умерову. Рамет Лидианар Ахмедовсон. Очень интересный человек. Он был один из первых политических заключенных. Учился на, насколько я помню, первом курсе юрфака в Ташкенте. И вот его прям с занятия забрали, посадили. А с ним очень часто общался с тоже Рамет Лидианар Ахмедовсон и Дарага Шабановым. Это просто был трибун. Да. Я помню Ильдара Гашабанова по эфирам на радио Мейдан. Это такой пламенный, огненный трибун, который всей своей душой болел за народ, за интересы народа и без слез не мог говорить. Да, был очень эмоциональный, очень патриотичный человек. Иногда страдал таким максимализмом. Вот. Но тем не менее, человек достойный уважения. Как он на вас повлиял? Никаких авторитетов. Он вам говорит. Никаких авторитетов, никаких носителей истины последней инстанции. Это же мудрость определенная, да? Сегодня вот таких людей, мне кажется, в нашем национальном движении, или то, что мы называем сегодня национальным движением, не хватает. К сожалению, каждый считает, что он является носителем истины последней инстанции, а другая точка зрения крамола, другой носитель другой точки зрения враг, еретик. И с ним нужно обращаться как с врагом. Не как с человеком, у которого альтернативная точка зрения, а именно как с врагом. Как вы думаете, если бы такие, как Ильдар Агашабанов, как Амза Умеров, их было больше, да, и их голоса было более слышно, было бы наше общество сегодня другим? Их было много, но просто система, которая изначально зарождалась как демократичный орган национального самоуправления, превратилась в такого левиафана. И вот таких, как Ильдар Ага, таких, как Амза Ага, она выдавливала. Даже когда в 1997 году 16 человек поставили вопрос ребром, принципиальный вопрос, даже тогда вот этот вот левиафан сожрал эти 16 человек. А что там говорить об одном, двух? Ну, это вы говорите о нашумевшем тогда деле, когда она на Курултае выступила, по-моему, 17 или 16 человек, которые выступили с резкой критикой всего, что было сделано. Был скандал по поводу финансирования, и Раметле Айшепти Асифмуратова напрямую обвиняла конкретных лиц и требовала ответа. Те же 16 человек, и потом до этого, после уходили, потому что другие молчали. Это можно по-разному объяснить, оправдать, но другие молчали, и не было социального запроса. И я понимаю, что те люди, которые молчат, способствуют зарождению этого самого левиафана. Я не знаю, как мне удалось уговорить серьезного человека, юриста, адвоката приехать в магазин мужской одежды Эрцаваш, чтобы побыть немного моделью и посмотреть, что сейчас вообще есть в ассортименте. Очень достойный выбор. Я женщина, но я с таким интересом смотрю на эти костюмы и хочу сама примерить парочку. Но это останется за кадром.
Шел 6-й час съемки, и мы уже немножко все устали, но здесь такая атмосфера, что хочется творить. Джемильбей, лидер, по вашему мнению, какой он должен быть? Ну, в традиционном понимании слова «лидер», по крайней мере, в моей картине идеального мира, не имеет права на существование. Серьезно? Почему? То, что было, лидер становится неконтролируемым самодуром, тем самым Туркменбашием. А если у лидера есть какие-то инструменты, противовесы? В моем понимании должен быть Оппозиция. временный, избираемый народом и народом контролируемый, вот этот самый менеджер-управленец. Люди по определенным критериям его выбрали на определенный срок, по определенной процедуре он выполнил свои функции. После этого до свидания. Никаких носителей истины последней инстанции, никаких там лидеров наций, непререкаемых авторитетов, находящихся вне критики, вне обсуждения, не должно быть. Вы состоите в Ахай-клубе. Что это за такое объединение политическое? По какому принципу, кроме гендерного, оно формируется? Нет никакого политического объединения, нет никакой политической партии, нет никакого политического колхоза с председателем. Это просто круг друзей, круг мужчин, зрелых, состоявшихся, которые стремятся в сегодняшней реальности сформировать вот ту самую среду обитания, безопасную и комфортную для народа. Мы понимаем, что жизнь идет сейчас, проблемы существуют сейчас, сегодня, здесь и сейчас. И эти проблемы требуют решения здесь и сейчас. И вот эта вот мысль о том, что кто-то за нас это все сделает, кто-то создаст для нас идеальные условия, она утопична. Это история инфантильности. Я понимаю, что нужно эти проблемы решать здесь и сейчас. В условиях, в обстоятельствах, которые не нами созданы, изменение которых во многом не от нас зависит. Нравится, не нравится кому-то то, что происходит в Крыму, но здесь и сейчас наш народ живет. Здесь и сейчас у народа есть конкретные проблемы. И эти проблемы требуют решения теми реальными, скажем, способами, механизмами, которые у нас есть, а не которые нам хотелось бы получить. Джемильбей, я вас благодарю за эту непростую, но интересную беседу. И чтобы вы ушли от нас не с пустыми руками, у меня есть сюрприз. Наш сладкий спонсор, торговая марка «Лукумач», подготовила вот такой подарок для вас и вашей семьи, для сладких семейных вечеров.